плюс сами еще понимаете, во время пандемии очень много людей болело, в том числе и преступников. То есть они просто не могли совершать свои преступления во время болезни. На каком этапе следствия по убийствам детей Оли в Кемени, Игоря Якунина в детском доме? Если честно, как бы тема сегодня изначально была такое другого направления, да, состояние преступности по республике. А так, если пошли более вопросы, более детальные пошли, я думаю, наверное, лучше будет, если они определятся официальным письмом, там уже больше детально, более уже разъяснения дадим. Просто как бы это уже за рамки выходит. Понятно. Материала сейчас у нас просто на руках нету, чтобы дать точный корректный ответ. Какова статистика преступлений в отношении детей в этом году? Она выросла или снизилась? Так, именно вот в этих отчетах о состоянии преступности тут отражаются данные именно лиц, которые совершили преступление. То есть, понимаете, да, потерпевшие – это уже другая категория. Они, я просто сейчас не могу ответить, у меня с собой этих материалов нет. По этим отчетам я могу именно сказать по лицам, которые совершили преступление. Я их раньше немного осветил, если будут какие-то детализированные, тоже можем дополнительно ответить. По Аскару Акаеву тоже вопрос. На прошлой неделе Акаев посещал Кыргызстан. Какие обвинения в отношении него есть? На сегодняшний день, да, он действительно прилетел. Я говорю, как улетел, да, но я думаю, я сейчас и затрудняюсь ответить, так как данные уголовные дела осуществляются другими ребятами, которые более могут ответить детально за этот вопрос. Да. Просто еще раз бы хотел отметить то, что сам сегодняшняя тема брифинга совершенно иная идет. Ранее Генпрокуратура сообщала, что спикер бишкекского Гуркенеша Абиров незаконно сделал себе и мэру высокую зарплату. А сегодня что делается по этому факту? Давайте так сделаем. Я когда это отметил, тема брифинга совершенно иной была. Как бы сейчас пошли вопросы именно политического характера, с границей связано. Давайте не будем отклоняться от темы, в рамках темы будем. 308 осужденных, они не могут совершить 51 036 преступлений, скажем так. Да, никак не могут совершить, поэтому даже если они совершили, то это как бы это не прям вызывающий резонанс момент, да? 308 осужденных не могут такую массу количества преступлений совершить, просто исходя из логики. А все-таки можно сказать, что члены ОПГ активизировались, и поэтому преступлений стало больше? Очень часто об этом говорят. В данном случае я хочу отметить еще раз то, что преступления совершаются разного рода характера преступления. И они, как коллега отметил, это по правовой статистике, там есть преступления, кражи есть, грабежи есть, изнасилование, угоны есть. И в какой форме это выражается в разных формах. И члены ОПГ, я думаю, которые говорят, совершаются эти данные, которые состоят на учете, более подробно данные есть в МВД. И можно уточнить тоже.